Победители форума Машук не успели вернуться домой, как уже начали работу по реализации своих идей. Основательно подошла к подготовке своего проекта Лиза Евлоева. Ее презентация получила очень много положительных отзывов. И уже в рекордный 5-й раз Лиза стала победителем Северо-Кавказского форума. Ее проект под названием «Другой взгляд» не имеет аналога в округе. Это первая школа на СКФО именно для людей с ограниченными возможностями. Школа, она будет специализирована, адаптирована для этих людей. К сожалению, получить права для человека с инвалидностью составляет очень много труда, и именно для этого будет создана данная школа. Мы выиграли грант в этом году и, в общем, уже начинаем реализовывать наш проект. Автошкола, по словам активистки, будет открыта в Назране. В ней смогут обучаться люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха. На начальном этапе Лиза планирует приобрести 2 автомобиля, переоборудованных с учетом нужд учеников. Одна из машин должна быть с ручным управлением вместо обычных педалей, а для обучающихся с нарушениями слуха пригласят инструкторов и сурдопедагогов из региональной ассоциации глухонемых. По проекту учиться в автошколе смогут до 200 человек в год. Первые клиенты уже есть. Людей будет, конечно, много привлечено. Также есть у нас уже первые клиенты уже с ближайших регионов, наши соседи. Поэтому я думаю, что актуальность данной школы будет. Еще один победитель форума – Заурбек Ведзижев. Его проект один из самых масштабных на форуме. В реализацию будут вовлечены более 160 участников из 40 стран мира. По словам автора, такого проекта в России не было за последние 27 лет. Он позволит не только укрепить межнациональные связи, но и способствует обмену опытом с различными организациями. Благодаря данному проекту можно найти себе партнеров. То есть есть одинаковый проект, который придуман примерно Франция и Россия. А зачем создавать велосипед, как говорится, если можно просто совместно реализовать данный проект? У нас уже примерно есть возможность в том, что мы договорились с одной из псковских организаций, общественных организаций, что наши ребята поедут туда для того, чтобы ознакомиться с историей Пскова, одним из самых старых городов России, а псковчане приедут в Ингушетию для того, чтобы ознакомиться с проектом, с ингушской историей, тематикой, языком. Впервые форум Машук прошел в 2009 году, и с тех пор наш регион каждый год представляет все больше активистов. 2019 стал рекордом для нашей республики. Более 240 участников, 128 представленных проектов, 61 из которых получили наивысшие баллы. Сумма выигранных грантов – 29 миллионов рублей. И первое общекомандное место среди регионов-участниц. Таких результатов наши ребята добились впервые. Самыми такими значимыми проектами у нас были проект «Другой взгляд», представленный Лизой Евлоевой. Это автошкола для инвалидов. Этот проект, он действительно значим не только для Ингушетии, значимый для всего Северо-Кавказского федерального округа. Это такой проект, который поддержали даже на уровне полпредства. Также был представлен проект от представителя нашего региона, проект «Барханоев прод». В прошлом году этот парень тоже выигрывал грант, реализовал его. У них в продюсерской компании, да, его уже реализовано 2-3 проекта от Ингушетии. Вот короткометражный фильм «Баллада о чести», про Бархаш у него вот первый фильм был. И в этом году он планирует еще серию вот таких короткометражных фильмов реализовывать на территории нашего региона. Практически все проекты социальной направленности и нацелены на благотворительность, улучшение экологии, популяризацию физической культуры и многое другое. За 10 лет в молодежном форуме Машук приняли участие около 20 тысяч человек. Следующий слет активистов региону обещано больше мест для участия, а значит еще больше полезных проектов и выигранных грантов. И, возможно, региону удастся побить собственный рекорд. Муса Измайлов, Асхаб Белакиев, Новости 24.